Предлагаемая пенсионная реформа – самая обсуждаемая тема на сегодняшний день. У нее одинаково много и противников, и заступников. Чтобы в споре родилась истина, вице-председатель Кабмина Идиль Байсалов встречается с жителями регионов и проводит круглые столы. На таком мероприятии в Токмаке он рассказал, в чем несправедливость действующей пенсионной системы. В сельском хозяйстве с 2002 года установленная сплата 130 сомов, они и платят эти все. Просто чисто это показательно. За всю свою практически трудовую деятельность 1996 года этот представитель крестьянского хозяйства внес 4700 сомов. 4700 сомов. И сразу же тут же пенсию оформил на 2800 сомов. И где, спрашивается, справедливость? Если ты заплатил, буквально 1–1,5 месяца пенсии, ты уже полностью оправдываешь все, что ты раньше вносил. То есть, получается, они получают пенсию за счет тех же государственных служащих, за тех же бюджетников, за счет практически такого, уравниловки. Здесь справедливости нету. Из этой уравниловки пенсии в Кыргызстане низкие. Работающий человек всю жизнь делает взносы, но идут они не только на него. Приходится делиться с теми, кто все это время комфортно сидел дома или не делал выплат в социальный фонд. Сейчас же предлагается давать пенсию только тем, у кого есть минимальный стаж. На данный момент ее дают тем, кто проработал меньше года. Основная наша задача – это чтобы пенсию у нас должны быть справедливыми, они должны быть достойными. А для этого мы должны вовлечь как можно большее число нашего народа в систему плательщиков социального фонда, чтобы это вывести из тени эти все предприятия, помочь нашим тем же мигрантам, тем людям, которые на базарах сидят, чтобы они участвовали во всей этой системе накоплений. Предлагается упразднить практику досрочного выхода на пенсию. Анализ данных показал, что среди новых назначений каждый второй льготник. К примеру, живущие и работающие в условиях высокогорья мужчины выходят на пенсию на 8 лет раньше, то есть 55, а женщины в 45. Чем сегодня и пользуется большинство, при этом они продолжают работать. Намерены в Кабмине ввести систему добровольных страховых взносов. Кроме обязательных страховых взносов, можно платить добровольные страховые взносы. Там не обязательно платить 7 сомов, 16 сомов, можно платить 200 сомов, 300 сомов, 400 сомов ежемесячно. То есть человек, имея 1 гектар земли или 30 соток земли, посеяв элементарно клевер, он может получать какую-то прибыль. Продай ты 30 тюков или 20 тюков клевера раз в год, ты можешь это отчислять в социальный фонд, у тебя действительно будет пенсия, как и у государственных служащих. К этому хотим прийти. По итогам 2021 года средняя пенсия в Кыргызстане составила 6200 сомов. Это ниже прожиточного минимума по стране и сопоставимо с прожиточным минимумом для населения пенсионного возраста. Однако в Кабмине надеются, пенсионная реформа поможет довести размер пенсии до того уровня, чтобы в пожилом возрасте человек не был вынужден работать. Екатерина Токамбаева, Нурдан Сергеев, Пирамида.